находимся на вот этом великом Волжском изломе, когда от Твери до нас Волга течет с запада на восток, а от нас до Астрахани у нас север на юг. И вот место, где мы встретились, Национальный музей и рядом площадь 1 мая перед Казанским Кремлем, это то место, где этот Волжский излом очень хорошо виден. Из окна видно. Он виден, да, то есть высокий правый берег, а потом он раз и начинает куда-то исчезать. Есть мнение исследователей, да, такая гипотеза, что действительно вот эта небольшая крепость, которая когда-то появилась то ли в 11, то ли в 10 веке, примерно где-то здесь, она была для контроля вот над как раз этой волжской ситуации. Артерии. Да, но действительно Казань исторически всегда была городом, который с Волгой связан непосредственно, но переформулирую, действительно исторически Казань была таким городом, который связан с Волгой, взаимодействует с ней, но через такую определенную дистанцию. Так сложилось исторически. Мы знаем, что на период Казанского ханства была такая локация, которая в русских источниках упоминается как Гостиный остров. Да, это место, куда допускалась волжская торговля, чтобы не допускать ее в Казань. Да. Остров, который мы называем Маркиз, то есть остров до его затопления в 1957 году, который был намного больше. Вот. Ну и таких островов действительно под Казанью было много. Казань была связана с Волгой целым рядом других маршрутов, кроме непосредственного выхода на реку. Это и река Казанка, вот, через которую можно было из Волги выйти к Казанскому Кремлю непосредственно, либо наоборот. Это и Булак, который связывал Казанку и озеро Кабан, а из Среднего Кабана тоже можно было в период водополья, в период разлива выйти на Волгу. То есть связь всегда была, но она не была непосредственно.